В Уфе на ВДНХ «Экспо» продолжается юбилейный 20-й Российский промышленный форум. Главная цель организаторов – разнообразные контакты и обмен опытом. На площадках много компаний из разных регионов, есть зарубежные гости. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом форуме. Казалось, что у нас в России нет на сегодняшний день, были утеряны компетенции по созданию больших установок энергетических на 170 мегаватт. И Министерство промышленности объявило соответствующий конкурс на срочное освоение и запуск производства таких установок ГТС-170. Объем инвестиций был порядка 5 миллиардов рублей. Это только конкурсная часть. Мы участвовали в этом конкурсе совместно с компанией «Силовые машины», выиграли и сейчас уже реализовываем опытную партию. Без зазрения скажу, что самая сложная часть у машины – это горячая часть, турбинная часть. И обязательным требованием для компаний, которые имеют возможность поставлять на места эксплуатации, это локализация горячей части в Российской Федерации. На сегодняшний день такого производства в России нет, и мы на сегодняшний день такое производство практически освоили. Это самая сложная часть, 4-я ступень, самые большие лопатки ГТС-170. Вы льете на площадке УМПО, наверное, да? Да, мы в кооперации с УМПО. Технологическая часть, подготовка материала, все за нами. Мы используем то оборудование, оно тоже на сегодняшний день уникальное, единственное в России. Это титан, да? Это жиропрочный никелевый сплав Инканель. Это вторая проблема. Сплав мы пока импортируем с Китая. Это китайский сплав. То есть это такой масштабный проект, важный в национальном плане. Во второй половине года мы приступаем к серийному выпуску уже этих лопаток. У нас еще 3-я, 2-я и 1-я ступень. А вот помните, я у вас когда был, вы делали, по-моему, чуть ли не для Боинга. Продолжается проект, мы расширили его. Более того, у нас... А какие-то договорные отношения возникли? Конечно, конечно. Завтра к нам приезжает компания «Сафран», и мы с ними будем обсуждать также возможность локализации части производства и выпуск ДСЕ, в том числе для компании «Сафран». Рафик Федорович, вот здесь у нас представлены эти предприятия, которых вы носили, в том числе на промчас, кому помогли. Инмаш, чистый воздух, наша Белавтодеталь. Да, поэтому мы являемся единственными производителями в России шароковинтовых передач. Это изделие высокоточное, которое является... Вот. Я понял, вы где, в каком городе? Концерн Инмаш, город Стерлитамак. Стерлитамакский, да? Да, мы тоже. Сколько у вас человек работает? 99 человек, но сейчас у нас 3 инвестпроекта, я думаю, до 300 человек доберем. Готовим инвест сейчас, К нам придете, наверное? Да, мы готовимся. Промцентр. Вот как раз индустриальный парк, который состоит и в реестре Минпромторга. То, где мы были, заполнили все или нет? Да. Все там это? Вот на сегодняшний день мы здесь выставили 4 новых экспедентов. Это мы же сейчас открываем производство. Пришли в 2020 году. Вот, мы выполняем, во-первых, ваши поручения. Мы создаем условия для наших промышленников, для того, чтобы временной лаг для начала производства у них сократился. Мы создаем им все условия, пришли, розетку воткнули и начали работать. Вот новое предприятие мехатроника, воспользовалось льготой части затрат на 72 тысячи рублей по поводу экспорта и 193 тысячи субсидий как предприятие, осуществляющее реализацию товара за пределы Российской Федерации. Здравствуйте, Ради Фаридович, меня зовут Денис Мартиченко, я руководитель, основатель этой компании. Мы производим оборудование для фасовки различных жидкостей. В основном это продукты нефтехимии, производство крупнейших российских производителей из области нефтехимических классов, занимает нефтехимический класс. Имеем обширную географию поставок, начиная от внутреннего рынка, это Уфа, Стерлитамак, Крымско-Калинский район, и распространяемся на территории всей Российской Федерации, а также некоторые страны Евразийского экономического союза. Имеем поддержку, как было сказано, да, от Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономической связи, финансовой поддержке. А куда поставляете за рубеж? Казахстан, Беларусь. Да. Участвуем в тендерах по всему миру, но пока вот выдвинулись только на эти страны. И сейчас прошу вас поучаствовать в открытии. Производство уже открыто, мы уже начали сборку, но вот это первые заводские испытания, это оборудование, которое мы сейчас вместе с вами начнем. И вот у нас на связи главный инженер Дмитрий Сергеевич Смыгин. Он ждет вашей команды на старт испытаний. Я говорю. Да? Пуск разрешаю. Добрый день. Первую фазу испытаний начинаем.
вот это транспортная полностью автоматическая линия, которая полностью автоматически перемещает вот такой палет как с бочками. Есть у нас разные уровни автоматизации. Это вот полуавтоматическая, где задействован оператор, бывает станции без оператора полностью. И вот сейчас как бы вот это сам оборудование предназначено для наполнения бочек в автоматическом режиме. То есть вот оно опустилось, донный налив, защищенные продукты наливаются под уровень жидкости. Налив, собственно, сейчас прошел налив, поддон с бочками выезжает дальше. Первый фаз испытаний проведена успешно. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. 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 Павел, успех. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здесь у нас технопарки. Основной наш это Меги. Хочу рассказать о последних наших достижениях. Предприятие Металлконструкция на технопарке получило аккредитацию лаборатории Великобритании по 9001 и по медицинской продукции. Это нам открывает рынок на сертификацию продукции за рубеж. Первый сертификат СЕ получили на рециркуляторы. Теперь они имеют европейский сертификат качества. То есть и открыт рынок на поставки на европейские, мировые рынки. На следующем этапе после рециркулятора идет сертификация кровати. Идет сертификация кровати, мы подготовку ведем, я думаю, в течение где-то полугода мы ее постараемся провести и получить регистрационное, разрешение продажи на европейские рынки. Вообще компания нас поддержала, когда коронавирус был. Вот они практически там, представляете, у нас 2000 школ, и они нам в школы поставили рециклеры вот эти, а там в каждую школу, в большую школу их нужно там 10. Производство 1500 в сутки. Да, они очень... Мы более 300 До этого тысяч. не производили. Мы производили около 50 штук в день. В конце прошлого года дошли до 3000 в сутки. Спасибо. Это у нас потенциальный как раз технопарки, Бурсервис, Полимаг, поэтому им тоже предоставили площадки. Как настроение у вас? Прекрасно. Вот у нас один из крупнейших резидентов нашего технопарка производит коаксиальные трубы, как раз расскажу. По Техномаш мы единственный производитель в России полного цикла. Для закрытой, для котлов закрытой камеры сгорания. Я приеду там вместе еще посмотрим. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот... Уже перестали, да, говоришь? Я обязательно приеду. Мы надеемся. Но зато я 2 раза был у вас в Ишимбае уже. У нас в Ишимбае. Мы, конечно, были у вас в Ишимбае. Вот мы надеемся на следующий год уже на этой выставке Аркада уже должна уже свою продукцию там уже, да? показывать. Да. Но мы хотим... Вот, Андрей Викторович, предприятие с нуля. Это уже развитый довольно бизнес, но они нас поддержали и в особой экономической зоне с нуля строят предприятие большое. Сколько там работающих будет? Мы планируем минимум 800. И там же рядом еще и вторая площадка за спорт. Да, за спорт еще. Да. То есть мы поддержку же вам давали? То, что... Субсидия. Да. По линии субсидий. То есть у нас, в принципе, есть отдельная программа по поддержке легкой промышленности. Мы как-то озаботились. Они, опять же, жили скорее вопреки, чем благодаря, да. Но, тем не менее, они вот этот период и прошли, поэтому мы решили им плечо подставить, и неплохо получается. Во-первых, вот, пожалуйста, даже они нас поддержали. Да. Это сейчас легко. А помните тогда, когда маски взлетели, там, по-моему, до скольки там, до 30 рублей, до 50 рублей было. Мы работаем на 25% за прошлый год увеличили объемы, налоги, рабочие места. Молодцы, так что нет, это без вашей помощи в прошлом году. Мы бы тоже нас не получилось. Наши перчатки уникальные. Директор Иликома, докладываю. Благодаря вашей поддержке и полученной субсидии нам удалось хорошо выстоять прошлый год. В прошлом году мы также закончили НИОКР, который у нас была субсидия Минпромторга России. Благодаря ей мы построили самую современную испытательную именно лабораторию, я считаю, в Российской Федерации. Таких подобных нет. Благодаря этому наши технологи могли создать новые виды защитных покрытий полимерных, как ПВХ, так и нитрила, что позволяет делать защиту рук от кислоты щелочей, агрессивных средств до 80%. Это уникально.
Очень здорово. А такое, наверное, довольно редкое производство. Это единственное в Российской Федерации. Единственное даже. Ну, видите, как. Раиль Фаридович нас поддержал. Вот эти небольшие компании бесплатно сейчас выставляются на этом форуме. Есть крупняк, есть вот они, и как раз могут здесь ходить, И обмениваться. как мед, так и наша продукция стала национальный продукт Башкирии. Но это факт. Спасибо вам огромное. Ради Фаритович, просим вас вручить ключи водителям муниципального управления электротранспорта города Уфа. Еще не ездили на нем? Рахмат, ездили. Нравится? Да. Да? Очень нравится. Спасибо. Довольны. Спасибо. Спасибо. А для водителя хорошие там условия? Да, все очень Комфортно, да, получается? Очень рады. Очень рады. Спасибо. 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 Прямо отсюда поедем, да? Ездили уже, пробовали, да? Да. Пробовали? Да. Нормально? Нравится? Нормально, очень хорошо. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. От души поздравляю. Посмотрим, да? Пойдемте. Проходите. Да, проходите, покажем, насколько изменилось все с того времени, когда... Присаживайтесь. Да. Сиденье регулируется. Ага. По высоте. Да. Следующая остановка. Следующая остановка Горсовет. Трамплин. То есть полностью электрические системы, система управления, все новое, все отличается от того, что было сделано на базе Нефаза. Вообще ничего не осталось от той модели, которая была на базе Нефазовского кузова. Делаем совместно с МАЗом. Представители МАЗа также здесь находятся. Значит, когда вопросы случились с Нефазом, перешли на МАЗ, и в принципе считаем, что все у нас там получается и складывается. Значит, автономный ход, там от 20 до 40 километров в зависимости от настроек, которые есть. Пневматические штангоуловители опускаются, поднимаются вниз. Водитель вообще не покидает кабину. Все управляется здесь с пульта. Камеры, все снимается, все передается, создается единая база данных. За последние 4 месяца 80 единиц сделано. Мощность предприятия 200 единиц в год. То есть машина светлая, просторная, соответствует всем требованиям, зимой теплая. Я думаю, что жители должны будут оценить эту машину. Да, мы с ними обсуждали. Спасибо. Здесь Магеллан, наши костюмы как раз. Здравствуйте. Я в 2 словах расскажу. Мы закончили боевую укладку полностью для спецназа всего нашего российского. Сейчас с стражами исламской революции они тоже приезжали, представители, в Москве мы с ними встречались, там офицеры России Михайлов приезжали, с ними сейчас определяемся, тоже будем, они 2 корпуса хотят одевать. А вот это же многоразово, это мы сделали с мембраной, 10 использований. Материал вы где берете? Это российская, Нет, это российская материал. мембрана. Знаете, у нас мембрана нанесена, которая является барьерной функцией, выполняет эта мембрана. А мембрана это же дышащая, то есть ткань. Летом жарко, нет? Ну вот на лето Нет, без мембраны, с отделкой клинок, зимой, осенью с отделкой это 10 раз, это 10 раз. Цена у нас там 1700 рублей, получается, костюмы 10 раз. В Клифе вот подобного рода. Такие мы передали 300 штук скорой помощи, отзыв о них. Мы им бесплатно дали. Потому что они двигаются и... Ну и, во-первых, ветер, все остальное. Самый пик они в наших костюмах проходили. Мы им оказали такую помощь. А покажите, пожалуйста, поближе мне это спецназовская, да? Да, это все. Который Вот смотрите, брюки мы сделали со вставками из этого. Это полностью последние Юпитер брюки, которые сейчас для Вот это спецназовские брюки, да, получается? Ну, все спецназовские для разных этих, как говорится. Есть боевые брюки, поднаколенники. Вот это, видите, везде. Где бы ни носил, сзади, везде, вот все, где носил, она, видите, растягивает 12%. Все, и к ним есть боевая рубашка, к ним есть поло, к ним есть с длинным, с коротким рукавом футболки. И потом прошел софтшелл, ветровки, зимние костюмы. Спасибо большое. Мы хотели представить уникальную вещь. Ее аналогов нет вообще практически в России точно, и в мире, скорее всего, нет. То есть система заключается в том, что человек берет поднос, все забирает, все устанавливает, система сама распознает. Сейчас он покажет, как все это работает. Вот, оплатить. Давай, оплатить. И оплачиваем это сразу где, лицом. например, может быть это столовых? мы сейчас с УМПО ведем разговоры. То есть им нужно в пик
заплатить, получается, 18 тысяч человек надо накормить. Это вот очень быстро, видите, и оплата лицом сразу делаем. Если обычный кассир пробивает где-то 15 секунд, то данная система распознает буквально за 1/5 секунды делает распознавание подноса полностью. И на формирование заказа нужно всего 3-5 секунд. И человек может проходить. Когда идут большие потоки, тысячами люди, когда идут, это очень сильно он считывает и сразу цену дает. Да, смотрите. А если поменять местами все? Без разницы. Вот так, пожалуйста. Она все знает. Вот она, видите? Это распознавание, процент, да? Процент распознаваемости. Более 99% распознавания. Да. То есть мы их обучаем, получается. Крутить как угодно. Спасибо. 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 До свидания. Здравствуйте. Приветствую. Я директор сейчас древнего музея древнего. Нашу марсианскую капсулу. Так, ну я давай. учащийся ТБЦ Раянов Тимур Венерович. Так, Тимур Венерович. Я хотела бы вам представить наш проект «Марсианскую капсулу Марса-Лаб». Она состоит из нескольких частей. Первая часть – это геолаб, где с помощью разных приборов мы изучаем геологию Марса. У нас есть телескоп, чтобы специально можно было изучать спутники Марса. Также у нас есть микроскоп с специальной рукой Марса, с марсовым образцом. Вот смотрите, это настоящий марсианский песок. Настоящий марсианский. Спасибо. Спасибо. Молодец. Куда поступать будешь? Еще не знаю, как. Ну, мне кажется, авиационный, да? Наверное. Спасибо. Откуда такие познания про космос? Ну, просто мне нравится космос, Марс и прочая тематика космоса. Мне просто нравится, поэтому как бы мне понравился данный проект, и я участвую в нем. Ради Борисович, площадка города Уфы продолжает вас приветствовать. Дети, Рацин Фаритович, рада вас представить образовательную организацию города Уфы. Лицей номер 160, лаборатория робототехники и информационных технологий. Привет. Здравствуйте, Радий Каширович. Я представляю Центр детского и юношеского образования, в котором мы с ребятами соорудили ряд проектов. Это инкубатор на Arduino Uno, потом 3 проекта на Lego Mindstorm, например, робот-мышелов. Сюда закладывается приманка, и когда мышь попадает в ловушку, то ловушка захлапывается. Что-то медленно. Сейчас мировое сообщество активно борется с коронавирусной инфекцией, и Центр детского творчества не остался в стороне. Они создали уникальный робот-санитайзер. Подробнее расскажет разработчик проекта. Получается, мы разработали с нашими воспитанниками, там их было несколько человек, один сегодня как раз заболел тоже, проблема в этом была. Как раз робот-санитайзер. Он, получается, оснащен датчиком температуры. Вот я стою, меня меряют. Такая лазерная дороговато оказалась, если честно. Это просто бесконтактный, который вот на пульте у нас есть, пульты вот такие специальные. При помощи них можно измерять. Потом он измеряет температуру. Если граница пересекает 37-38 градусов, он оповещает. Дальше у нас есть нижняя часть, это выдача масок. Выдача уже масок, да? Покажи-ка ее, как работает. Как раз он разработал. То есть, получается, он подносит маску, человек достает маску и забирает с собой, получается. А ты в каком классе учишься? Третьем. Третьем? Вот это тоже ты этим занимался, да? Или чем ты занимался? Что любишь делать? Робототехника, Робототехника, танцы да? занимаюсь. Молодец. Молодец. Спасибо, ребята. Молодцы. Это, Помещение, да? Получается всего, сколько есть, 6 тысяч, да? Квадратов. Ну, побольше, наверное. Достойно. У вас же здесь и музей «Россия. Моя история» тоже. Да. Здесь наши все легковики. Здравствуйте. Здравствуйте. Гуманитарное предприятие АГД. Нам в этом году 58 лет исполнилось. Да. Конечно. Вы же переехали, да? Ну, ваш магазин, мне сказали. Да, мы открыли, здравствуйте, мы на днях открыли новый магазин на проспекте 60 с новым локальным брендом, с новой продукцией. Ну, мы, по-моему, основной покупатель у вас. Я вчера только один поток вот такой подарил. У нас на сегодняшний день 8 цехов, и на днях мы открыли новый отдел, отдел культурного наследия. Мы сейчас занимаемся оформлением музеев с национальной одеждой. Алаберсанд Япар Кутратау.
вот эта вся композиция будет выставлена в Ермолинском Надо, наверное, начать этот наш национальный деловой костюм шить. Ну, и многие же заказы Да, делают. у нас тоже есть деловая одежда и женская, и мужская в том числе. Спасибо. Сколько людей трудится? 1500, наверное. Давайте перекататься. Ну, как у вас самочувствие? Хорошо, спасибо. И вам отдельно спасибо. Тем преференциям, которые правительство предоставляет. То есть мы компенсацию получили и за сырье, и за оборудование. Они получили за... Да. Да, Я там, когда, летом, наверное, уже в Ишимбае буду, я к вам загляну. Все, я несколько раз там был, хотел к вам заехать, у меня не получалось. Я хочу посмотреть, как вы все-таки мы тоже поучаствовали. Спасибо вам огромное. Спасибо. С двух сторон они выставлены. Это? Так, Лингши, бренд. Ради Фаридович, спасибо вам большое за возможность участия. Это я в лицо вашего бренда, по сути. За участие в субсидировании мы на эти средства закупили дорогостоящее оборудование, что повлияло на создание нашего бренда. Нефтекамск же, да? Да, Нефтекамск. Вот я же говорю, я вот когда вот в этой сфотографировался, я 10 тысяч лайков собрал. Да, спасибо вам огромное. Вы прям подписчиков увеличилось. Серьезно? Я же говорю, я вам промо-сессию устроил практически. Спасибо. Очень красиво вы сделали, я вношу ее, у меня вот такая. Вам очень идет. А вообще, как производите еще вот такое спортивное, а это тоже ваше или не ваше? Нет, нет. Вот у вас именно наши, вот это, да? Вот наши в показе будут участвовать За наши пределы модели. республики отправляете, нет? Да. Покупают, Кстати, после вашего представления. Серьезно? Да. У нас и в Хабаровск, и во Владивосток. А сколько человек работает? 37. 67, да? Да. Ну, своя базовая площадка у вас, да? Да. Спасибо. Дело нормально, проблема одна, мощности не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Да, ну. Мы восстановились полностью после кризиса. А вот мощности не хватает, как хотите? Земли не хватает, Нет, зданий не хватает? Вы знаете, во-первых, я хотел поблагодарить за поддержку вот в этот кризисный период. Это не реверанс в сторону правительства, Андрей Геннадьевич. Это и программа сработала. И вот эта политика промышленного патриотизма, когда нам дали заказы, плюс блестяще организованная работа. Благодаря вот этим действиям нам удалось получить финансовые ресурсы. И мы надеемся уже, мы сохранили коллектив, и вот эти деньги, если переходят в инвестиции, то порядка 80 миллионов в ближайшие 2 года мы инвестируем в промышленность. Цель повышения производительности труда. Это Дюркоп, это Джуки, то, что я на промышленном части докладывал. И возможно с сентября, уже с апреля месяца мы приступим к очень серьезной модернизации. Я очень рад, прям. И спасибо. Это вот моя такая вот мечта, можно сказать, была, чтобы легкая промышленность у нас. Сейчас вот мы хотим энергию дать в пищевую промышленность. Вот у нас тоже вот они немножко внизу. Но вас не оставят. Но если не поддержите, очень тяжело. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы запустили новую линию пошив легкого ассортимента с элементами. И это благодаря тому, что мы получили субсидию, купили вышивальную машину. Это вот и, вышивка, соответственно, да? эта вышивка у нас произошла буквально работа художника. Это работа нашего художника. Соответственно, это каждый день можно носить, не снимая, как сказать, иногда на ваши торжественные мероприятия. Я жене скажу, она придет, купит у вас точно вот это. Надо индивидуально пошли, поверьте. Вечером будет как раз и свет, то что темно на улице будет, здесь подсветит. Фуршет будет такой. Наши все эти коллекции. И вот решили, что каждые 3 часа будет показ мод, объявлять, исходить. Ну, такое движение. Давлеканово, да? Да.
Давлеканова, здравствуйте. Давлеканова, обувная фабрика. Мы приехали похвалиться, у нас радость. Новая линейка обуви запущена для деток. Вот этого не было, да, у вас? Не было у нас. И для мальчиков, и для девочек. С 19 по 32 Вот сколько стоят они? Отпускная цена 430 рублей. Наши меры поддержки какие-то получили, нет? Да, получили, спасибо. Получили, но проблема в том, что цены очень повысили наши поставщики. А на что, вот на кожзам, вот Да. на... Да. Именно с этим проблемой тяжеловато. Но в этом году тоже будет субсидия? Для Давлеканова вы очень важны. И вообще в целом удивительно, просто предприятие сохранили. Вам, конечно, надо, знаете, как, я когда, либо отдельно приедем, мы сейчас немножко окрепнем. Если вы дадите программу модернизации, мы на станки вам деньги дадим. У вас станки, по-моему, как с Беларуси пригнали, по-моему, так во время войны так и стоят, да? Молодцы, коллективу привет передавайте. Спасибо Я вот прямо большое. очень переживаю за вас. И сокращений не было, ничего не было. То есть... Все работают, все мы как один коллектив стараемся. Передайте привет им большой. Там у нас школьная форма, ассоциация легкой промышленности. Вот то, что пилотные регионы отработали район, сейчас дальше практикуется. Вот это вот получается, да? Угу. Просто. Вы шьете, да, получается, в районы пилотные, да? Да, добрый день, Ради Фаритович. Да, здесь сегодня на стенде представлены две наши фабрики. Это город Салават-Кристина и фабрика Оптри, город Уфа. В пилотном режиме мы в прошлом году начали 4 района одевать. В этом году еще... Вот мне важно всегда, не ворчат родители, не говорят, что дорого там. Поступило несколько благодарственных писем. Люди верят. И вот только мы на рекомендательной ноте с ними работаем. Люди, когда видят, что нет обмана и вправду качество и цена их устраивает, сначала, конечно, всегда с негативом встречают, но когда мы идем на именно презентации, они видят, щупают, наизнанку выворачивают, люди верят. И вот так. Иначе они бы не подключались. Конечно, конечно. Спасибо вам. Всем мерам поддержки Министерства промышленности. Получали? Получили. Мы модернизировали оборудование, Молодцы. автоматизированное. Вот Молодцы. при входе мы даже некоторые модели даже представили. Молодцы. Обработка кармана. И дальше будем помогать. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, ну что у вас? Вышли на наши полки, попали немножко? Попали, да. Попали, да? Наши меры поддержки получили? Наши меры поддержки получили, они нам, я уже говорил, неоднократно очень сильно помогли. Угу. Ну так, настроение нормальное, получше ваше? Да, рабочие. Да, работаем, стабильно работаем. Мы договорились сейчас с трикотажкой, я когда в Ишимбае буду, к вам заеду и к вам, и туда заеду, посмотрим, как. А то мне все никак не получается там. Ну ладно, если вот тяжелый период выдержали, а там потихонечку мы продолжим эти программы. Здравствуйте. Бик Матов. Как вы говорите? Күп травма. Бұл 45 мың. Гуччи материал рубашка ғана шулай вышивкаларда қоямыз. Ух ты. Бик Матов. Ну, алалар мı? Bizler bir individualna atölye Ну, бар ма кешекеле ме? Ну что, все нормально идет, все развиваемся, да, все. Ждем вас через 6 месяцев. Как договорились, да? Мы там немножко увеличим. Увеличим все и как раз взрослое запустим. Да, я очень рад, что вы к нам все-таки приехали. Спасибо большое. Ну и также будем меры поддержки дальше помочь. Всегда на связи, поэтому да, спасибо. Да, Спасибо. Спасибо. Ну что, как настроение? Все замечательно. Немножко помогли мы вам? Супер помогли, немножко поддержки. Хорошо, хорошо, молодцы. Спасибо, Да. что теперь у нас брендинг есть, что мы используем. То есть, у нас проблема с дизайнерами, а то, что вот у нас... А так вот по подголовникам тоже там договорились, да? Вы с кем сейчас договорились? С какими-то, с Рено или с кем? Volkswagen, Renault, Volkswagen, да, мы так, Всё да. нормально. Volkswagen у нас объемы увеличились, в принципе, у нас за Все-таки первый квартал. основные объемы там, наверное, идут. Ну, основные там, но все равно это тоже интересно. Конечно. То, что вот интересно. Очень красиво. В общем-то, это- Спасибо большое. Спасибо. Радфич, позвольте вопрос. Очень яркая, мощная выставка, но есть несколько моментов, например, троллейбусы. Насколько они будут функциональны?
Электротранспорт вообще очень функциональный, будучи за электротранспортом. Но просто я почему вот осторожно говорю и ребятам искренне желаю успеха и будем поддерживать. Потому что появляется новый вид, электробус, например, да, который очень хорошо зарекомендовал себя в Москве, и производство локализовано у нас. Поэтому они будут жить, они и так в конкурентной среде живут, они будут жить в ней еще более. Вот. Но, конечно, это предприятие пока, скажем так, на стадии своего развития, потому что это в основном сборочное производство. Вот для меня важно было, когда они начнут делать кузова троллейбусов, я буду считать, что вот это, до свидания, что это особый этап уже определенный прошли предприятия. Вот. Поэтому, ну, это во-первых. Потом мы все-таки с ними заключаем офсетный контракт, и мы хотим, мы скоро объявим конкурс. То есть у них будет, при условии инвестирования соответствующего, у них будет возможность поставки уже гарантированной. Вот. Республика такое соглашение хочет заключить. А Уфе нужен такой вид транспорта? Конечно, нужен. Конечно. Тут троллейбус же бегает, он экологичен, он бесшумен, он комфортен. Но просто весь парк троллейбусов Уфы, он изношен. Вот. Если я скажу 95%, не ошибусь. Ну, да, они все очень старые и ломаются, поэтому это вот емкость нашего, скажем, парка, это 150 машин. Вот представляете. Поэтому они в год могут делать по 200 машин, но это, конечно, в идеале, навряд ли. Вот. Ну, то есть перспектива есть? Перспектива есть, да. Второй вопрос, Радий Фаридович, относительно мер поддержки. Вот буквально у каждого стенда говорили, что спасибо, мы воспользовались мерами субсидий, мерами поддержки, да, и так было далее. очень приятно, потому что это действительно всегда же помощь, когда нужна, когда тяжело, и мы их не бросили, особенно легкую промышленность, вы видели, там каждый говорил спасибо, и субсидирование закупки сырья, и субсидирование на модернизацию оборудования, оно очень старое. Вот я подошел к выставке Давлекана, я так за них переживаю. Вы же были там да, 2 года назад, там, летом, да, в частности. И мы их поддерживаем, потому что, ну, во-первых, это и рабочие места для Давлекана, это такое градообразующее предприятие. Ну и, знаете, во время войны перевели сюда, там стоят еще станки минские. Вот, поэтому потихонечку вот их надо тоже модернизировать. Продукция очень востребована. Продукция, знаете, почему востребована? Она очень недорогая, качественная, своя. И детишки одевают эти замечательные сандалики, бегают. Ну и градообразующие предприятия, экономика. Поэтому вот я очень благодарен нашему Минпрому. Они молодцы, потому что именно это была их идея предоставить вот такую программу. Сейчас, вы знаете, мы готовим подобную программу для пищевой. Вы имеете в виду программу поддержки легкой промышленности? Легкой промышленности, да. Поэтому так. А сейчас мы пищепром, скажем Пищепром, так, да, будем продвигать. на стадии выхода. Радий Фаридович, а вот итоги выставки, я вот часто спрашиваю, что потом, что дальше? Ну, прошли по стендам, посмотрели. Да нет, во-первых, это же не для меня выставка. Это они между собой, они налаживают горизонтальные связи. Они показывают, соответственно, что у них есть, приходят покупатели, здесь заключаются контракты. Здесь определяется развитие предприятия, насколько нужно, не нужно и так далее. Здесь мы видим потенциал, и мы понимаем, общаясь общаясь с предпринимателями, мы видим, где помочь, где какие вещи. Я вот сегодня почти 3 часа здесь работал, я такой обогащенный знаниями ухожу. Спасибо. И эмоциями положительными. До свидания. Спасибо. До свидания.